Неделю назад на этом самом месте было произведено задержание представителя строительной компании, который подозревается в даче взятки должностному лицу, чтобы он закрыл глаза на некоторые недоделки в работе. А здесь был задержан руководитель горнорудной компании по подозрению в коммерческом подкупе. В обеих случаях подозреваемые в преступлении лица задержаны с поличным. У представителя строительной компании изъято 100 тысяч рублей, у руководителя горнорудной компании 300 тысяч. Казалось бы, что тут такого, когда в стране есть факты с миллиардными оборотами, но у данных преступлений нет финансового потолка. По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Следственными органами Следственного комитета России по Республике Тыва был возбужден ряд уголовных дел. В частности, генеральному директору горнорудной компании было предъявлено обвинение в связи с наличием его действий признаков преступления, предусмотренного пунктом Г части 7 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей уголовную ответственность за совершение коммерческого подкупа. Санкция статьи Уголовного кодекса предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет со штрафом в размере 40-кратного размера коммерческого подкупа, либо без него. Кроме того, представителю также коммерческой организации было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это дача взятки за совершение заведомо незаконных действий. Санкция данной статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет со штрафом в размере 30-кратного размера взятки, либо без такового. Деньги предназначались за подписание фиктивных документов при осуществлении строительного контроля над объектом реконструкция водозабора и магистрального водовода в селе Ховаксы. Если бы взятка дошла до получателя и преступление не было бы пресечено, то, возможно, в дальнейшем жители Ховаксы снова бы остались без качественной воды. Обвиняемые в совершении преступлений, даче взятки в виде денег в сумме 100 тысяч рублей, а также коммерческого подкупа задержаны оперуполномоченными ИОППК МВД по Республике Тыва совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Хотя преступление, в котором подозревается директор производственной компании, с юридической точки зрения коррупционной не является, так как обе стороны относятся к бизнесу. По сути, она такова и есть. В настоящее время сотрудниками полиции обеспечивается оперативное сопровождение, расследование уголовных дел. Тува должна развиваться, но этому зачастую мешает коррупция в различных сферах деятельности. Будем надеяться, что указанные факты станут примером для других. Сайгын Бирби, Буян Оюн, Кузел Цариксарен, Тува 24.